эфире программа «Новости». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Выпуск мы начнем с брифинга о работе Координационного центра комиссии «Вместе к победе». Предлагаю послушать. В рамках деятельности Республиканской комиссии «Вместе к победе» во взаимодействии с Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасса при содействии службы спасения республики продолжается поставка дополнительной помощи военнослужащим, участникам специальной военной операции. Если говорить о цифрах, то на сегодняшний день в зону специальной военной операции направлено 111 единиц техник, 98 из них это автомобили, 10 мотоциклов и 3 квадроцикла. При поддержке наших авиаторов, это авиакомпания «Якутия», компания «Полярные авиалинии», также направляется помощь авиасообщениям. В частности, данные грузы направляются вместе с делегациями, которые направляются в зону специальной военной операции. Это для того, чтобы доставить помощь своим коллегам, землякам, близким людям по родственной связи. И сотрудники опорных пунктов на сегодняшний день планово работают. После чрезвычайного происшествия на опорном пункте на сегодняшний день была работа выездной комиссии, проведена инвентаризационная работа, в том числе с содействием военно-следственных органов и органов чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день все живы-здоровы, приняты организационные меры, и работа беспрерывно, без каких-либо организационных задержек продолжается. Но дополнительно хотелось бы сказать, что буквально вчера Республиканским оперативным штабом приняты дополнительные меры по усилению работы в качестве удовлетворения получающих заявок от наших земляков, от военнослужащих, участников специальной военной операции. Также проведена работа по кадровому решению ротации наших сотрудников опорных пунктов, которые, согласно имеющемуся кадровому резерву, заменяют друг друга в определенный период времени. Координационным центром и Северо-Восточным фондом помощи и поддержки Донбасс в эти дни запланирована командировка в Аймяконский район, в частности в поселок Уснера, для встречи с недропользователями, для того, чтобы в очередной раз спланировать, вычертить наше взаимодействие по средствам пожертвования и дополнительной помощи наших военнослужащих. В целом хочу сказать, что при поддержке волонтерских организаций, при поддержке Министерства молодежи сегодня на стадии организации волонтерский форум, где мы тоже обсудим актуальные вопросы. К слову скажу, что буквально вчера состоялась встреча с мэром города Якутска Садовниковым Дмитрием Дмитриевичем, где были предметно обсуждены вопросы дополнительной поддержки наших волонтерских организаций, в частности в городе Якутске. Я уверен, что данный пример по реализации будет примером и другим муниципальным образованиям. Ну и, конечно, нами была затронута очень важная и волнительная тема – это увековечивание памяти наших защитников Отечества, участников специальной военной операции. Далее перейдем к новостям. Озвучу основные темы выпуска. Сбор гуманитарной помощи для Верхоянского района организован в Амге. Подробнее о мере. Теперь пациенты кардиососудистого центра могут стать подопечными Центра комплексного соцобслуживания. Расскажем подробнее. В Мегино-Кангалахском районе пройдет Маинский марафон имени Татьяны Жирковой. Выделено около 2 миллионов рублей. В Верхоянский район доставлено около 19 тонн гуманитарной помощи. Выполнено около 15 авиарейсов с привлечением полярных авиалиний и авиации МЧС России. Из республиканского резерва направлены мотопомпы и генераторы. В район прибыли специалисты Минстроя Якутии и Ростелекома для помощи комиссиям по оценке ущерба. Из зоны подтопления эвакуировано более 100 человек, включая около 80 детей. Начаты аварийно-восстановительные работы на реках республики. В целом сохраняется тенденция к стабилизации паводковой обстановки. Сбор гуманитарной помощи для Верхоянского района организован и в Амге. Первыми инициаторами сбора выступили сотрудники аппаратной администрации Улуса. В настоящее время ведется формирование партий первой необходимости. Администрация призывает граждан и организаций принять участие в акции поддержки населения пострадавшей территории. Дальнейшая транспортировка собранных материальных ресурсов будет организована в установленном порядке силами муниципальных служб.
Мы, жители Амги, которые не понаслышке знаем все эти тяготы, все эти бедствия, просто были обязаны не оставаться в стороне и протянуть руку помощи. Наша акция продлится до 13 августа. Пользуясь моментом, также хочу призвать всех жителей нашего района также оказать посильную помощь пострадавшим. И, соответственно, по завершению 14 августа вся гуманитарная помощь, которая будет собрана по итогу проведения акции, будет доставлена в город Якутск и для дальнейшего направления пострадавшим гражданам нашего Верхоянского района. С последствиями летнего дождевого паводка борются в Хангаласском улусе. Из-за резкого подъема воды на Лене в районе ввели муниципальный режим чрезвычайной ситуации. Пострадали сенокосы, посевы кормовых культур и картофельные поля. Режим ЧС в районе ввели 31 июля. Решение приняли оперативно на экстренном совещании руководства улуса и местных аграриев. Тут же был утвержден план спасательной кампании. В приоритете точный подсчет ущерба, отправка на участки мобильных бригад, подготовка к централизованному завозу сена и оперативное выделение топлива для техники. Мы предусмотрели по линии ЧС в фонде предусмотрены средства, хотя их немного в районе, да, но мы предусмотрели для того, чтобы поддержать наших сельхозтоваропроизводителей. Это именно касается на формирование мобильных бригад и также на перевозку заготовленного сена. Чтобы лично оценить ситуацию и пообщаться с людьми, глава района Сергей Гребнев отправился в объезд по наслегам долины Эркени. Первая точка – село Ой. Местный коневод Михаил Анисимов показывает то, что осталось от его сенокосов. Вот. А такая трава Бескозная уже. не подлежит восстановлению? Да. Она уже гниет сразу. Такую траву нельзя давать? Да, нет. Еще отравится. В хозяйстве Михаила Анисимова 40 лошадей. Чтобы благополучно перезимовать, ему нужно заготовить около 50 тонн сена. Дождевой паводок уничтожил почти половину его угодий, но фермер не унывает. Он уже нашел свободные участки в тайге. Сейчас по линии Куми я дал задание, чтобы сделали анализ, да, и исследования наших территорий, выявили свободные места, хотя свободных сенокосных угодий их практически нету. Они либо у собственника, либо в аренде. Но, тем не менее, будем обращаться, будем выискивать места, где наши селяне могут тоже зайти мобильными бригадами. Благо, в таежных местах нынче травостой. Разговаривая тоже с предприятиями, убедили о том, что травостой там, в принципе, нормальный, удовлетворительное сено. Руководитель района также побывал в Жерском, Актемском и Техтюрском наслегах. Настроение у сельчан боевое, панике никто не поддается, все настроены сохранить урожай, заготовить корма и выполнить план. Хангаласский улус всегда славился своим, во-первых, выполнением плана, да. План в этом году у нас 34 тысячи тонн сена, да. Но, конечно, очень сложно будет выполнить, дойти до плана, да. Возможно, придется закупать сено у соседних наших районов. Сейчас идут переговоры с Чурапчинским, Мегино-Кангаласским и Горным улусами. Там сенозаготовка идет по плану и есть возможность сформировать резервные объемы сена на продажу. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. С середины июля в Якутске на проспекте Ленина действует запрет на движение мотоциклов. Решение было принято по итогам заседания специальной комиссии столицы. Ранее ограничение движения было в ночное время с 9 вечера до 7 утра. Сейчас же запрет действует круглосуточно и бессрочно. Нарушителям предусмотрен административный штраф. Уже несколько месяцев прошло со старта маршрута «Забота» в Якутске. Речь идет о пилотном проекте, объединившем сразу два нацпроекта. Это программа «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь». Теперь пациенты кардиососудистого центра сразу после выписки из больницы по желанию становятся подопечными Республиканского центра комплексного социального обслуживания. Им и их семьям помогает адаптироваться после перенесенных заболеваний, получить необходимую помощь в оснащении техническими средствами реабилитации. Антонина Ивановна, социальный работник, маршруты «Забота» нам предложила свою помощь. И мы получили кровать функциональную, вообще современную,
с пультом. И уже установили дома. И вот мы на днях выписываемся, у нас вся комната еще оснащена кроватью, кислородный концентратор, все есть. С первых дней специальной военной операции тысячи якутян по зову сердца встают на защиту Отечества. Многие из них проходят обучение в учебном центре спецподготовки «Ботур» и сражаются в рядах добровольческих отрядов «Барс». Здесь будущие бойцы получают знания и практику у опытных наставников и добровольно отправляются защищать страну. Жители республики поддерживают военнослужащих земляков, регулярно отправляют гуманитарную помощь, адресные посылки и технику. Большую помощь оказали нам волонтеры, особенно с нашей республики. Это было очень заметно, даже не только в праздничные дни, в памятные дни. То есть всегда приходил с родины, скажем так, такой подарок. Хочу отметить, что Саходрон, очень понравились их дроны, особенно 15-дюймовые, которые превосходят войсковые дроны. То есть это от Министерства обороны, то есть, скажем так, немного по характеристикам лучше будет. В Мегино-Кангалахском районе села Мая 22 августа пройдет майинский марафон имени Татьяны Жирковой. В этом году марафон будет реализован в рамках программы поддержки местных инициатив. Выделено 1 миллион 800 тысяч рублей. Мероприятие проходит уже в 3-й раз. Эти средства были направлены на приобретение необходимого инвентаря для проведения соревнований, что позволит обеспечить высокий уровень организации мероприятия. В этом году в марафоне примут участие около 700 человек. Каждый участник получит памятную медаль и стартовый пакет. 22 августа марафон станет ярким событием лета и соберет вокруг себя любителей спорта. Третий год мы проводим майинский марафон имени Татьяны Юрьевны Жирковой. И в этом году мы получили очень большую поддержку от программы поддержки местных инициатив, который курирует Министерство финансов. Дает нам возможность провести такие масштабные мероприятия. Слоты у нас еще есть. Кто желает участвовать в нашем марафоне, проходите регистрацию и на финише получите такую медаль. Такими были актуальные новости к этому часу. Встретимся в дальнейшем выпуске.